Намазбек Уралиев – мастер по музыкальным инструментам. Каждую осень делает из старых урючин заготовки для камуза. Работать с тонким материалом Намазбека научил дедушка, поведав внуку секреты изготовления музыкальных инструментов. Камуз, говорят, появился давным-давно в прошлых столетиях. Это, например, соответствует современному миру. К нему меньше требований. А это Токтагул камуз. А это призма, проще говоря, она предназначена для молодых камузистов. Сейчас Намазбек делает очередной заказ. Скопировав с готового макета нужную форму камуза, Намазбек обтачивает доску. В мастерской начинается ювелирная работа. После обработки обычный кусок дерева обретает новый облик, а вместе с ним и появляется новое звучание. Даже летящие опилки отдают эхом. Такие моменты Намазбек считает рождением камуза. Крышку для камуза я делаю из тяньшанской ели. Это редкий и дорогой материал. В нем и хранится весь секрет. Звук, исходящий с него, ценный тем, что у него хорошее звучание. Прежде чем покрасить камуз и натянуть на него струны, Намазбек дает ему время подсохнуть на чердаке, или, как говорит мастер, созреть. На один инструмент уходит 2 года, зато их покупают профессиональные музыканты. В свободное время Намазбек обучает искусству игры на камузе соседских мальчишек. Я с 5 лет играю на камузе. Сейчас учусь в 6 классе. На камузе играю хорошо. Мне отец говорит, что если я буду хорошо играть, то это для меня же будет польза. А я думаю, что камуз – это святой инструмент. Произведения Карамалдо и Иберата Туманова мастер считает лучшими образцами кыргызского музыкального искусства. Легенда конкретных исторических событий. Эта мелодия рассказывает о том, как Чингисхан узнал о смерти сына. Жесткие удары по струнам камуза передают стук лошадиных копыт. Молчание – вестник смерти. По мнению Намазбека, камуз будет жить всегда, как первоисточник, хранящий в себе историю кыргызов.